Салям Галя. Итак, короче, Достар, что здесь происходит? Здесь происходит тройка. Я каждый раз в твоих сторис как таксист выгляжу, всегда за рулем. А я как штатив получается. Короче, Достар, кто не помнит, это Дамир Ильгамович, знаменитый наш КВНщик, очень талантливый чувак. А это кто? А это кто, ты не сказал? Все говорят, что он четырехглазый, но это Рома. Рома вообще у нас, занимается всей организацией и самое главное, написанием большинства сценариев. Смотрите, Дамир Ильгамович сам свои сценарии, оказывается, не пишет. Нет, вместе вот, пишем. вместе пишет. Вот, Вот. Рома, Роман. Мы вот так берем ручку вот так Вот двумя так, руками. Вот как так. молодожены Да, и торт вот режут, так мы вот также пишем, пишем. Вы, наверное, больше времени проводите вдвоем, чем со своими женами. Так и К есть. сожалению, да. Короче, мы сейчас едем тоже снимать с Дамиром Ильгамовичем несколько роликов, несколько рилсов. Кстати, вы увидите Дамира Ильгамовича в моем рилсе. Аллаберха. Успеем, надеюсь, да? Да, до 31-го времени. Я вот этот по массаж хотела снять, Дамир Ильгамович. Надо посмотреть. Я Давай не найдем помню его. массажный салон где-нибудь. Какой? Да там интересные Звучит- роли. звучит Давай, как Роман, вызов. посмотри. Ты же сценарист. Массаж бывает разный же. Ну, там интим-массаж. Дамир Ильгамович будет делать. Сейчас Скоро посмотрим. будет ролик и с интимным массажем от Дамира Ильгамовича. Вот это вот умение делать инфоповоды. Я предлагаю Дамиру Ильгамовичу отснять пару вайнов, да, он говорит, я чужое не переснимаю, я только свое, говорит, снимаю. Понимаете, не хочет сниматься менің позаимственный ролик тарда, который я сперла у казахов. Давай от тебя 5000 человек придет, тогда снимем, с удовольствием. Ой, не баши, от меня всегда тебе приходят, что ты прибедняешься, Дамир Ильгамович, как тебе это не же, стыдно, а? я тоже стараюсь инфоповоды создавать, как ты. Я просто не умею же вот так хайповать, как ты. Сразу, говорит, с женой, говорит, меньше времени проводит. А чем с что, Ромой. правда же? Ты Ну, с Ромой правда, всегда. ничего не поделаешь. Ну, я всегда правду говорю, вот видите, Ну, давай, не хотят давай. правде в глаза смотреть. Один раз видела ролик, где Дамир Ильгамович осуждал блогеров, которые воруют вайны и переснимают. Правда, да? Да, теперь сам себя осуждать буду в таком случае. Ну ладно, это я своровала, попросила его сняться, так что не осуждайте его. Это он не виноват, это я. Что хотели сказать, Рома? Ильгамовичу лицо замажем. Дамир Ильгамович вот в своем образе, в своем пиджачке и своей кепочке, да. А у меня-то халат большой стал, Достар. Мне надо сейчас срочно вот меньше размером халат. Это уже на 3-4 Или размера. заново поправляться. Да, или заново поправляться. Так что мне больше второй нравится. Я потому что тоже постоянно худею, поправляюсь. Да? Это У тебя да. тоже так? А почему ты худеешь и поправляешься? Или чё? На стрессе, на нервах. А, да, он поправляюсь. постоянно, он много работает, Достар. Очень много работает. Вот Нормально. человек, который не употребляет спиртное, Достар, он очень много работает. Я это по Опасный- себе опасный поняла. человек, Да, опасный я это человек, по если себе вы поняла. видите. Поэтому лучше немножко употребляйте, Достар. Расслабляйтесь, снимайте стресс, Да, это вообще сейчас нас нормально. на пропаганду Это- алкоголизма как пришлют, Миляша, так что Думаешь? аккуратнее смотри. Я-то не употребляйте лучше. Аллах мақтаған, вот это қойырдар біле. Ну, мына Альберт вообще не на стрессе никогда. Он рахатланып, употреблять Италия. И все, у него никакой да стресс, юк, бухта, юк, рахатланып яшай просто. На расслабоне. А я вот не могу. Смегас, понимаете, мне постоянно приходится куда-то энергию свою Я девать. вот лего собираю. Лего собираешь? У меня сейчас вот такая машина готовится пока что. Обалдеть. 6-й месяц собираю. Кстати, а что этот, можно бестактный вопрос задать? Ага. Собираетесь детей заводить? Ну, раз Лего. Ну, каждый вечер собираемся. Каждый вечер Да? собираетесь? И каждый вечер, ладно, не буду эту пошлую шутку говорить. Каждый вечер начинаем, каждый вечер заканчиваем. Дамир Ильгамовичті мужиктар яратайын деп көрдіңіз ме? Өте жерде мужиктар анау фоточылар көрдіңіз ме? А со мной никто не фоткается, достар, мужиктар. Прикиньте, когда есть Дамир Ильгамович, башкирская домохозяйка никому нафиг не нужна. Я говорю, знаешь что, Дамир Ильгамович? Что? Я говорю, когда есть Дамир Ильгамович, башкирская домохозяйка никому нафиг не нужна. Ну нет, мы, кстати, когда для фарфора делали в Благовещенске, все передавали привет, там мы делали такой, Миляуша Пага привет передайте. Многие очень говорили. А что, не передали привет, представляете? Передал Дамир же, Ильгамович вот же передал. Вот только что Юрий Лутькас, Достар. Когда он это снимал-то? Так что вот, Хазар, я только что получила ваш привет, Рахмат. Вы собираетесь заводить детей? Мы собираемся. Я очень долго, работаю над собой в этом вопросе, потому что у меня есть определенный страх того, что, определенный генофонд, который есть во мне, передастся дальше, и такой немножко по этому поводу переживаю. Какой генофонд? Я же диабетик, и поэтому, мне просто однажды один из эндокринологов сказал, ничего,
распространять таких же, как ты. И я что-то как-то в тот момент немного испугался. Но это же всего лишь мнение врача. Так Ну что да. оно имеет место быть, но все равно в своем желании я меньше не становлюсь от этого. Вот, мы работаем над этим, работаем. Друзья, мы находимся сейчас в Нагаево, да, ищем массажный салон. Знаете для чего? Чтобы снять этот один вайн с Дамир Ильгамовичем. В один салон позвонили, нам отказали в Нагаево, да. Ой, вот, прости, чуть твой костюм не облила. Нормально. Во втором салоне согласились нам одолжить кушетку для массажа. Вот, какой салон? А, вот. Вот изгиб. Прикольно, блин. О, смотри, как красиво. Изгиб, студия эстетики. Здесь будем снимать вайн. Здравствуйте. Это мы вам звонили. Да, Ага. держите. О, Что будете спасибо. снимать? Можно вас снять, да? Конечно, можно, нужно. Спасибо Но большое. приходите к нам на процедуру. А то нам один этот салон отказал, испугались почему-то они, что мы у них Ну вайн да. будем снимать. Нам только сказали, здравствуйте, Ильгамыч. Я говорю, о, пусть заезжает. Вот, ищет Дамир Ильгамович, да. А меня они не знают даже, представляете вы? Вот, знаете, у меня уже становится обидно, достар, честно говоря. Очень я обидно. такой Дамир Ильгамовича все знают, да, а меня, кто это? Это потому что ты похудела сильно, так бы узнавали. С дырочкой обязательно. О, сейчас посмотрим дырочку. Так, вот, дырочка. Ага, вот. Интересно, моя голова сюда влезет? Дамир Влезет, Ильгамович? влезет. Давай-ка. Сейчас точно влезет уже. Сейчас точно. Давай сначала посмотри, влезет, нет? Сейчас. Давай. Ушел. А, сейчас постелите, да? Или нет? Нет, нет. А, да, сейчас. Дамир Ильгамович, давай посмотри, голова Давай. моя влазит, нет? Дырочку. Нормально вот так? Ну, вроде как, да. Ты посмотри в камеру. Чуть-чуть упрись, пожалуйста, еще сильнее. Ну, он больше не влазит. Не, нормально. Нифига себе, прикиньте, Дотар. Нагаево, какой шикардосный массажный салон, оказывается, есть. Это не реклама. Мы здесь, между прочим, сейчас подумают, реклама гигантов чирка. Нифига. Мы тут пришли вот вайн снимать. Сейчас у меня Дамир Ильгамович будет делать этот интим-массаж. Вот, как раз футболка тапкиля интим-массажга. ИНГБТ. Интим, ИНГБТ. болезненный, терапевтический массаж. Записывайтесь на массаж Какая-то костюм. Дамир Ильгамовича. Достар. Я голая, давай, Дамир Ильгамович, заходи. Давай, помни меня хорошенько. Ты когда на меня будешь лезть, да, смотри, как начни. Вот так ноги, меня вот так раздвинь, да. Ага. И вот у ртана начинай залазить. Смотрите, моих грудей не видно. Нет, нет. Чтобы моих грудей не было видно, ладно? Ладно, ладно. Нет. Нормально все. У нас вот такие. Вот я и говорю, берешь один большой, Все, отлично. суешь, и потом большой ставишь, потом ты говоришь нет, и потом залазишь на меня. А я думал наоборот, сначала он такой типа. Ну давай. Рельсы, шпала. Ехал поезд запоздалый, из последнего окошка только посыпались дорожки. Нет, я хотела, чтобы он вот катит, да, приносит, и потом такой раздвигает, и потом приборы достает, и вот так всё, интереснее давай так. будет. Давай так лучше. Давай. Еще раз. Ты прямо аяк устно килip куягам, раздвигаешь ноги и примеряешься, что же мне туда Ну, может, влезет. просто тут я могу перейти на 0,5. А что у тебя с суставами-то? Да, тяжеловато немножко. Туда-сюда, как говорится. То на землю, то на колени, то еще как-то. Ты же молодой, нянгбаши, блин. Надо мной даже жена так не издевается, как ты, Милявша. И ты то туда, то сюда, то в эту сторону повернись. Я моложе твоей жены, значит. А, кстати, сколько лет твоей жене-то? Сколько? А сейчас 40 сколько-то? 40 сколько-то? Да. Сколько? Нет, серьезно. 42. 42? Маша, Да. а тебе сколько? Мне 30. Офигеть, у тебя жена старше тебя на 12 лет! Да, но я выгляжу старше ее лет на 15. Ой, я бы не сказала. А мне 45, тебе 30 получается. Да, И нянгбаши, я тебя на 15 лет старше. в полтора Ты раза. меня должен называть Милюша Азаматовна, а я не я тебя, Дамир Ильгамович. Тут, как говорится, кто как себя позиционировал, понимаешь, Вот, Милявша? она. Азаматовна. Дурыс это. Кто как себя, как ты сказала, нянгбаши, блин? Ну, девчонки, огромное спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Вам побольше клиентов. И прибыли хорошие. О, дайте мне тоже воду. О, спасибо. А, такие пришли, да. Попользовались кушеткой. Можете ответить, Отсняли. вот изгиб мы Да, называемся. изгиб называется. Отсняли, потратили их время, воду забрали. Вообще обнаглевшие морды, доктор. Вот так вот помогай нам, доктор. Мы можем и ограбить спокойно. Я все-таки решила проколоть свое лицо, но не ботоксом, Короче, мне посоветовали проколоть лицо каким-то колостом 7%. Что это такое, я сама даже не знаю. Но я доверилась, конечно, врачу. Это врач-хирург, который мне будет делать пластическую операцию. Вот он мне посоветовал.
сделать пока что вот этот колосс, чтобы немножко вот тут морщинки немножко подтянулись, пока мы готовимся к операции. Операцию я хочу сделать где-то после Нового года. Я буду подтягивать вот здесь, снизу. Якорная подтяжка, что ли, называется. Очень сильно у меня обвисло лицо, прямо ушло вниз. У меня вот здесь вот появились сильные брыли. Смотрите. В таком состоянии моя кожа. Перед операцией ботокс вообще колоть нельзя. Можно, короче, делать биовитализацию, она сказала, до операции. И вот этот колосс 7%. Оказывается, в Уфе колосс 7% тоже не во всех клиниках, не во всех косметологиях колят. Шла в хорошую клинику Джованни. Это у нас в Уфе, которая самая знаменитая клиника. У них колят, оказывается. А во многих косметологиях, во многих клиниках не колят. Я, короче, искала и даже удивилась, почему не колят. Странно. Почему? Вот это для меня теперь странно и страшно, блин, одновременно. Мне посоветовал пока колосс какой-то проколоть 7%. Это хороший препарат, да. Овал хороший. Это я просто вот так мало смотрю, поэтому не Но видно. они все равно, Вот. все равно не так. Ну, операцию, если решили, то это прекрасно. Хирург вам скажет, что когда кожа подготовленная, когда она напитана и клетки там нормально себя чувствуют, то это потом способствует хорошему заживлению кожи. Вот, то есть как раз и реабилитация проходит получше. Обезболим чуть-чуть прям будет чувствоваться. И что, эффект через сколько будет? Я хочу сразу, чтобы выйти вот так. А эффект от процедуры через неделю. Если что, будут вот эти вот папулки, чуть-чуть они подольше держатся. Это как тогда- после биовитализации. Да, если будет хирургия, в любом случае качество кожи оно очень важно. И визуально это видно, и на реабилитацию это влияет. То есть по всем параметрам качество кожи оно очень важно тоже. Ну вот хирург же тоже мне посмотрел фотографии, говорит, этот видео посмотрел, говорит, надо проколоть с лицом, говорит, пока до операции, говорит, поддерживать. Ну, вот И после операции тоже он сказал этот. грамотные хирурги сейчас, то есть они понимают, что мы работаем вместе. Из-за того, что много смеюсь, у меня вот здесь же в основном морщины. У меня же на веку нету больно-то. Мне даже сейчас родственники говорят, поменьше смейся, говорят. Красивые коробочки. Да, красиво. Хорошие. Это что, один укольчик сегодня? Тарелка тоже упакована, да? Меня халат кверху выдала, шапочка. А так все стерильно, зато даже тарелка упаковать такое надо. Не только укольчик упакован. Слушай, немножко есть купероз, поэтому маленькие такие, как следы, синячки, маленькие могут быть, ладно? Как точечные, ничего страшного, просто когда вот поверхностные капиллярчики есть, иногда бывает, что они задеваются. Но нам надо будет повторять еще. Сколько раз повторю? Раз 3 минуты сделать. Да, ладно. А какой этот интервал должен быть? Промежуток времени какой? Ну, недели 2 нормально. Через 2 недели, да? 2 недели в баню сауну, ну недельку точно не ходить. Сегодня косметику не наносить, не трогать. Сегодня. Завтра все как обычно нужно. Вот. Ну, то есть сегодня руками не трогать, все, ничего не попало грязное. И не греть. Я уж пользуюсь случаем, доктор, сейчас задам все свои неудобные вопросы, как я люблю делать обычно, доктор. Кто не знает, у Дамира Ильгамовича были проблемы с женой, с единственной женой. Они поженились, прикиньте, сыграли свадьбу такую пышную, отыграли, и бац, буквально через 2 месяца Маша съехала от Дамира Ильгамовича. Это вообще шок был у всех. Дамир Ильгамович, конечно, психовал, в сторисах даже всех посылал на куда-то там, и я даже видела эти сторисы, очень злой был. Что там вообще случилось-то? Вот я не в курсе, и мне кажется, многие люди не в курсе, что там вообще на самом деле случилось у вас. Как так после свадьбы через месяц или 2 там вы разъехались? Ну, бывает такое, что вот этот вот, ну, который психологи рассказывают, кризис 3-4 там лет, все такое. Просто у нас были, ну, спорные мнения по разным вопросам. На месяц ушли в работу над собой для того, чтобы уже вернуться друг к другу с полным, как говорится, списком того, чего мы хотим в этой жизни, как хочется. Ну, в общем, мы могли бы расстаться полностью и сказать, что мы не сошлись характерами, но мы отдали это время на то, чтобы подумать, в чем же мы все-таки схожи и чего мы вместе хотим. Вот так-то. Вот. И через месяц вы это поняли, да? Ну, через полтора месяца. Но там еще после этих 1,5 месяцев еще месяца 3-4 было, где мы заново притирались друг к другу, так, чтобы понять, ну, типа, где, что, как.
А что вы до свадьбы 3 года жили и вот это до сих пор не там же- притерлись и там не же- знали, что ли? Там же 3 года влюбленности происходит. Где ты думаешь, вот человек похож на меня, вот мы похожи на 100%. А потом постепенно приходит понимать, что вы, оказывается, разные. Мы команда, мы Dream Team. Будто был вчера лентяем, то сегодня стал другим. Все разные вокруг, и нет похожих друг. Но РСО для каждого всегда найдется друг. Разлетаются отряды, кто на север, кто на юг. Но в душе всегда быть рядом действительно надо. Вот так вот. Смотрите, что я нашла в резерве тут. Вот такие красные свитера завезли, да, офигительно бомбические свитерочки. Ярко-красные, очень хорошая вязка такая, не растягивается, можно в стиральной машине стирать. Я знаю такие свитера, они выдерживают машинную стирку. Ну, конечно, деликатная надо. Смотрите, на мне размер, короче, S. Опа. С этой юбкой вообще прикольно. И с юбкой прикольно, и с джинсами, с широкими и узкими. Ой, просто красота! Говорила, что мода 80-х, 90-х вернулась. Вот посмотрите, вот такие кожанки появились. В 90-х годах вот такие вот кожаные курточки носили и прямо с пуговками. Прикиньте, вот такие курточки везде появились. И в МАК, короче, и в этом, в резерве, в Лайме. Разные-разные. Вот такие куртки. Блин, цена бешеная, 8 тысяч стоит. Я себе искала кожаную курточку до старта, чтобы с юбочками носить. И везде такие курточки. В старых моделях что-то нету. Мода 90-х вернулась, прикиньте. Надеюсь, этот бандитизм, как в 90-х был, не вернется до стар. А то мне что-то страшно становится. Все-таки я нашла тоже в МАГе вот такую курточку, какую я хотела. Это тоже стиль 90-х. Кармашки, замочки. Все как в 90-х. Вообще классная курточка. Стоит только очень дорого. Короче, тоже стоит... блин, а лицо-то мое, смотрите, все в пупырышках до стар. Надеюсь, завтра закончится это. На мне, короче, размер S, доктор. Я вот думаю, S-ку брать или M-ку. Вот здесь внизу, короче, вот такой вот есть ремешочек, да. Можно его убрать, а можно и с ремешочком носить. Вообще классненько. Это я еще одела просто на свитер. Вот так можно в расстегнутом виде. Смотрите, как классно смотрится. Вообще крутая курточка. Сейчас, короче, хочу померить размер M-ку. Ну, блин, классная. Ничего не торчит, ничего не висит. Ялтрап, прям это рап. Посмотрите, очень ялтрап почему-то. Ялтыр куртка, а не матовая. Но почему-то мне кажется, что М-ка не большеватая, а прямо такой же размер. Один в один. Вообще не отличается, мне кажется. Нифига она не больше. Вот в каком месте она больше? Вообще не больше. Ой, блин, я когда вот эти куртки вижу, да, сразу же вспоминаю фильм «Терминатор». I'll be back, детка. Или что он там говорит? Я не знаю, уже не помню, что он там говорит, но он примерно вот в такой курточке ходил. Я рокер какой-то. Рокер просто. Бомбическая курточка. Мечтала я о такой куртке давно. Но мне не лезли такие куртки, не было моих размеров. Поэтому я вот все-таки решила, думаю, блин, нащо? А вдруг я обратно растолстею, пока я худая, хоть один раз в жизни поношу вот такую курточку. И решила купить. Надо учить даже, как камеру держать. А я не умею, я не люблю Даже сторис. камеру тут представляешь, представляешь, я говорю, оно мышка кует, ты чертям не умеешь. Умею я все, Не умеешь просто не ты. хочу. Ты сам ничего не делаешь, у тебя целая команда на тебя работает. Дутар, я почему сейчас попросила камеру включить, Дамир Ильгамович? Я вам хочу раскрыть секрет. Знаете, какой секрет? Дамир Ильгамович сам абсолютно ничего не делает. На него работает целая команда из 20 человек штат. Представляете, вы тут пишут, сценарий пишут, снимают. Сразу- Менеджеры у него есть по рекламе, менеджеры еще какие-то с документами, налоговики. Представляете, огромный целый штат. Для налоговой это все обман, никакого штата нету. Я один работаю вообще, Рома. Вот Рома помогает, а так один все делаю сам. Вот
Так вот, Достар. А я все одна делаю, все сама снимаю, сама монтирую. У него даже монтажистов двое, а у меня вообще никого нету. А потом вы говорите, почему ты орешь постоянно. Вот поэтому именно я ору постоянно. Я Потому тоже что у ору меня- же постоянно, У поэтому... меня нервный срыв, потому что, Достар, представляете, вот одной работой все делать одной. Вон даже машина не выдержала нашего крика, бляха-муха, бля. Мы до Да сих нет, пор на самом ездим, деле снимаем. не 20 человек, не 20. А сколько, скажи Но честно? давай считать. Раз, вот нас двое, да? Мгм. Потом еще вот один человек, еще один человек, еще один человек, еще один человек, уже 6. 7, монтажер 8, еще 9, 10, 11, 12, 13 человек. Ёпарасоте, 13 человек. На самом деле, Дамир Ильич трудоголик. Но я хочу сказать, прикиньте, чтобы вот такой объем работы выполнять, представляете, одному человеку очень тяжело. Ну это жесть. Очень, да. И вот представьте, я работаю одна. И все удивляются, когда я говорю, что я работаю одна, что со мной больше никто не работает. Все офигевают, что я вот такой контент веду одна. Поэтому хвалите меня и говорите, что я молодец. Молодец. Чем богаты, короче. Хорошо, богато, нормально. Когда-то у меня в списке покупок будет 26 тонн щебня. Всего, работает 13. 13 человек на нем работает. Прикинь? А у меня ни одного. Ты с одним не уживаешься. Слышали, да? Вот я просто неправильно говорю, просто вам рассказываю, заливаю. Вон Альберт правда сказал, я ни с одним не уживаюсь. Мы сегодня будем готовить тефтели. На этот раз я решила сделать тефтели, знаете как? Вот как. Говядину смешала с чуть-чуть, у меня оставался фарш этот, куриный, с куриным решила смешать. Посмотрим, что из этого получится. Кукейки положим. Ай, надо кукейшн халал такой возьмем. Я же в 6 утра стою, Достар. Вот я в 6 утра стою. Сначала бегаю на беговой дорожке. 30 минут, да. Потом, делаю заготовки. Я всегда с утра делаю заготовки. Вот, уже приготовила, видите, рис приготовила. Потом вот морковку вот потушила немножко, да. Все для тефтелей приготовила. Чтобы потом, Достар, когда приезжаю домой, быстренько готовить. А иногда даже с вечера я заготовки делаю. Кто не в курсе, еще раз говорю, я работала в детском садике поваром. И вот с тех пор у меня осталась привычка заготовки делать. Я овощи чищу, подготавливаю там все, чтобы потом, когда придешь домой, быстренько можно было приготовить. Повара же всегда с вечера делают заготовки. Чистят овощи, отваривают вот рис, картошку там крошат. Короче, что там тефтели делать-то? Вот все вот это. Рис навалил, три яйца положил, фарш положил. На этот раз я говорю же, еще куриный фарш решила положить. И вот морковку я потушила. Тоже морковку туда кладем для тефтелей. Лук я почему-то привыкла пропускать через блендер. Мне почему-то кажется, так сочнее и так вкуснее будет. Лука побольше положим, чтобы было очень сочно и вкусно. Что-то он не крутится. Кстати, видите, я брови сделала себе. Красиво, да? Мне подкрасили брови, уложили их, да, и еще ламинировать сделали. Ламинирование сделали. Оказывается, очень красиво, когда так делают. И реснички немножко подкорректировали. Кстати, я свои бровки и реснички делаю вот здесь вот, Skylash. Чё ржёшь? Я в своем брови ресничку делаю вот здесь. Skylash я всегда там делаю. Там вообще самые быстрые мастера работают. Девчонки моментально наращивают ресницы. Если в других местах наращивают ресницы за 2-2,5, они наращивают за час, за 1,5 часа. Их красиво делать. И брови, смотрите, какие классные. А где-то думает, что я чеснок никуда не кладу. Ага, везде чеснок. Еще мне говорит, я не люблю блюда с чесноком. А даже не подозревает, что везде чеснок у меня. Я начала заниматься этим летом ораторским искусством, потому что, мне нравится. Вот, хотела прокачаться в этом плане. И я теперь, учу скороговорки, чтобы развивать дикцию. А для чего ты вообще ораторским искусством занимаешься? Для себя? Для себя? Да. Просто, чтобы красиво говорить, что ли? Да, это же очень важный навык. Да? Для чего? Как для чего? Если ты не умеешь красиво говорить, не умеешь завлекать людей, то как ты будешь строить коммуникацию потом в будущем? Что такое коммуникация?
Если ты умеешь красиво говорить и завлекать толпу, тебе коммуницировать будет легче. Но у тебя есть навык того, как общаться с группой людьми, как завлекать их, как правильно передать свою мысль. И когда ты умеешь говорить красиво, люди будут тебя слушать, потому что им это приятно. Был даже такой социальный эксперимент, когда, получается, в университете одну группу разделили на две, да, то есть вот курс его разделили на две группы, и к одной группе пришел, серьезный профессор, который, не умел толком говорить ничего, вот, он очень нудно рассказывал и так далее, вот, и в итоге эти ученики, толком ничего не запомнили. Потом ко второй группе пришел искусный оратор, который очень красиво говорил, но он им ничего не рассказал. То есть, он им нес какую-то чушь при этом, но красиво это завуалировал. Вот, и в итоге его все слушали, ой, он такой умный, да, вот так вот про него говорили. Хотя, по факту, он ничего толком и не сказал. Поэтому, если ты умеешь красиво говорить и подавать свою мысль, это очень понадобится в жизни, при общении с людьми. На гарнир будет рожки, доктор. И я даже отдельно Альберту варю гороховый суп. Вот. Потому что Альберт у нас очень любит гороховый суп. Целый день у фруктопшаниры. И вот у нас тефтельки. Очень вкусненькие. В духовке я делаю всегда тефтели. Котлеты тоже я делаю в духовке. Рецепт я вам на видео показала. Пожалуйста, не пишите, дайте рецепт. Самое любимое сообщение у всех женщин, дайте рецепт. Многие спрашивали меня, почему я сейчас не снимаю войны с башкирским китайцем. Хочешь потерять друга, как говорится, дай ему в долг. Для него, значит, легче и лучше потерять друга и дружбу, чем отдать долг. Я вообще не люблю таких людей, которые берут в долг, да, а потом ты ходишь, выпрашиваешь у этого человека, и еще ты виноват остаешься, еще и на тебя обижаются, что ты просишь свои деньги. Че, у тебя денег, что ли, нету? Че ты какие-то копейки ходишь, выпрашиваешь? Вот так же начинают говорить люди. Про эти деньги даже Альберт не знал. Альберт вообще людям долг не дает. И поэтому я попросила парней, Азамата с Наилем, я говорю, одолжите, пожалуйста, эту сумму. Я говорю, башкирскому китайцу надо помочь. Ему, говорю, срочно нужны деньги. И вот так вот дала деньги, и представляете, ни слуху, ни духу. Целый лист. Только не говорите, пожалуйста, и не пишите, что так много? На целую роту наготовили. Вы сами прекрасно видите, доктор, что у меня всегда полный дом гостей. Всех их кормить же надо. Нет, да кто-нибудь обязательно придет. А у меня все готово. Суп сваренный, второе блюдо готово, салатик готов. Выпечки только сегодня не будет. Воды я не наливаю в лист. Просто вот майдаем до листа, тефтели ставлю и в духовку на кандык томат где-то на 250 градусов где-то ставлю. Все, мои рожки сварились, походу. Да. Я еще салат решила замутить. Эта женщина когда-нибудь отдыхает? Дай поцелуй. Ой, ты мой. Бог ты котик мой. Эта женщина когда-нибудь отдыхает. Ну, чтобы тебе салаты надо. Я сейчас все салаты... Кстати, я сейчас все салаты, доктор, начала заправлять сметаной городской. Видите? Майонез мы сейчас не едим. Короче, смотрите, какой я салат сделала, доктор. Здесь у нас свежая капуста, красный лук, яйца, потом помидорчики, огурчики. И все заправлю сметанкой, перемешаю, посолю, и будет офигеть вкусно. Тунец. Тунец? Да. Зачем он тебе? Кушать ветчина из грудки индейки. Это ты в какой магазин заходила? В Монеточку. Я не знаю, хорошая она или нет, но вот и узнаем. Угу. 3 греческих йогурта. Угу. В прошлый раз я взяла 2, но я их съела за 2 дня, и мне Угу. 2 творога. А вот эти вот, почему ты в тот раз говорила, чьи это? Это твои это не были? мои были? Нет, я не ем творог, вот я сейчас хочу начать есть. Ешь, конечно, творог. Тебе же Эльвира сказала, творог надо жрать. Творожный сыр. Угу. Фитакса. Вот такой творожный сыр. Кола без сахара. Фитакса. Ну, кола, Люся им сказала, нельзя колу. Хоть она и без сахара, она нифига не без сахара. Мое заявление в 10 класс. Подпишешь? Давай сама запомни, я подпишу. Пожалуйста. Так родитель должен заполнять. Ну, у меня глаза не видят.
Очки у меня мутные. Прикиньте, представляете, очки, которые год назад мне делали, уже в этом году опять зрение село, и я в этих очках уже плохо вижу. Это все из-за телефона. Так что родители правильно говорят, Достар. Долго не сидите за телефоном, испортите зрение. На самом деле так и есть. У меня вот, прикиньте, за год только сила зрения так, что я даже в старых очках офигеть не вижу. Прикиньте, все мутно, у меня все плывет. Ужасно, вот этот телефон портит зрение. Я же не только еще смотрю просто в телефоне, там что-то ковыряюсь, да, я же целыми днями делаю монтаж, из-за этого зрение очень сильно садится. Я боюсь, что я ослепну. Заполняешь, да? Мы не снимай такое. А что такого? Какая разница, кто заполняет? Самое главное, подпись. Большая, родитель же должен заполнять. Мне кажется, все равно. А если кто-то писать не умеет, глаза не видит, допустим. У меня глаза не видит, Татьяна Сергеевна, простите, если что. Господи, где? Это гороховый суп там. Здесь вот рожки. И котлетки. Да. Мне тоже одну котлетку. А тебе рожки положить? Нет, я рожки же не могу есть. На, быстренько дай. На. На. Спасибо. Ох, какой красивый салатик. Азалия, посмотри, какой красивый салатик. Что, с тазиком поставим? Да. Мы в деревне раньше вот так в тазиках и ставили. Я попробую. Вкусно. Котлеты получились очень вкусные. Офигенские просто. Намного вкуснее, чем чисто из говяжьего или чисто из куриного. Оказывается, вот когда фарш смешиваешь, очень вкусно. Я впервые так смешала. Они такие нежные, мягкие получились. Да.